Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 26 марта. Это будет среда. Смотрим на колоде пасьянс. Это цыганский. Так, овны. Значит, овны у нас первые. 26 марта. Овны у нас именинники. Я вас поздравляю. Если у кого-то день рождения сегодня, вы смотрите. Покажите мне, пожалуйста, прогноз для овнов на этот день. Как он у них пройдет. Как у них пройдет среда. Ну, первое событие я увидела месяц у вас. Дальше молния. Сердце. Колокольчик. Мешок с деньгами, машинка, и последняя карточка не вижу. Проверяю горизонталь, вертикаль. Не забывайте смотреть по знаку асцендента, также прогноз. Асцендент иногда даже больше показывает. Есть еще чемоданчик. 2 кольца нельзя. Здесь нет и здесь нет. Так, сейчас, секунду, посмотрю. Ага, я вижу, что камера как сдвинута. Ну, подождите, сейчас, секунду. Сделаю так, чтобы было видно. Во, все. Ну что, разбираемся, смотрим, значит, что выпало. Первое событие, это был месяц. Это значит событие, которое имеет цикл, цикличность. Возможно, происходит каждый месяц 26 числа, там 25, 27, ну, в конце, да, скажем так. Дальше вы получите новость, у вас будет встреча с другом, общение, возможно, новость придет от друга или о друге, разлука, расставание, временное с кем-то может быть, пустые разговоры, болтовня, поездка, может быть, это ваш чемодан, вы куда-то едете с чемоданом. И деньги, мешок выпал. Ну, опять же, мешочек, он может показывать не только поступления, но и расходы, даже больше. И чаще мешочек показывает расходы, чем доходы. А вот сундук показывает прибыль. Поэтому здесь, возможно, какие-то расходы у вас будут, траты в среду. Так что вот такой вот день. В принципе, ничего тут плохого у вас не выпало. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Так, собираем и смотрим сейчас тельцов. — 26 марта. Тельцы. События дня. Среда, 26 марта. Угу. Ножницы. Змея. Череп. Ну, здесь не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Угу. Есть якорь по горизонтали.
Есть сундук по горизонтали. Но здесь ничего нет. Смотрим вертикаль. Удача. Но здесь не вижу. Получается, у вас на среду выпадает решение какого-то вопроса, решится дело. Змея, встреча, контакт, общение с человеком, у которого длинный язык и может говорить что-то неприятное. Финансовые поступления, якорь, возможно, что-то доделать, поставить точку, если брать вместе с ножницами, да, вот что-то прям отрезать, решить. Либо еще якорь может показывать зависание где-то в одном месте, знаете, как вот корабль стал на якорь, да, и долго стоит. Вот вы можете, допустим, вторую половину дня где-то быть в одном месте. Удача, везение в этот день на вашей стороне. И тема здоровья тоже может проигрываться. Это может быть там поход в аптеку, поход к врачу, к косметологу, в стоматологию. Может быть, там надо за ребенком поухаживать, который приболел. Это все будет показывать вот этот череп, когда какое-то событие крутится вокруг темы здоровья. Так что такая информация для вас. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы, 26 марта, события дня, близнецы. Среда. Цветочек. Мешочек. Свиток. Вот так, проверяем горизонталь, вертикаль. Не вижу. Значит, нашла 3 события для вас. Первое – исполнение желания. Второе – тема финансов. Но тут, опять же, не обязательно плюс, может быть и минус. Как вариант, можете, допустим, потратить деньги на какое-то свое желание. Можно так прочитать. И также еще у вас в этот день какая-то, может быть, важная встреча. Деловая, рабочая. Но это не личная и не связанная там с развлечениями, с отдыхом. Так что вот такой вот день. Встреча, исполнение желания. Прекрасный день. Благодарю за внимание, близнецы. Я перехожу к ракам. Раки, 26 марта. События дня. Первое событие. Последний ряд, только первое событие.
Ну, я не вижу. Сейчас еще проверяю горизонталь, вертикаль. Колокольчик есть. Здесь нет, здесь нет, здесь нет, и здесь тоже нет. Но если вдруг я что-то где-то пропустила, а вы увидели, то либо можете почитать обозначение этого события, либо написать мне в комментарии. Только не забывайте писать знак зодиака, а то часто события, картинку описывают, а знак не пишут. Так, значит, ну я нашла тут только два события. Получается, первое это выпали весы. Показывает, что, возможно, вот в среду самым важным событием для вас будет какой-то выбор. Сложный выбор. Два варианта, и у вас будут сомнения, колебания, метания, вот эти, знаете, стороны в сторону. И еще одно из событий, это может быть разговор с кем-то. Но это просто разговор, болтовня. Там ничего серьезного. Так что вот так. Такие события для вас. То есть обычный день. Благодарю за внимание. И переходим дальше к львам. Львы. Двадцать 26 марта, среда. События дня, львы. Угу. Лебедь. Цепь. Солнышко и роза. Хорошее сочетание. Угу. Месяц. Будильник. Дерево. Ну, у вас прям день радует на количество событий. Книга еще есть по вертикали. Очень активный у вас день. Вы первый знак, у кого столько много событий. Так, значит, смотрим. Получается, в этот день лебедь показывает, что у вас точно все хорошо будет в личной жизни. Вы с любимым человеком будете прям такая, знаете, как ниточка с иголочкой, парочка. Плюс выпало свидание. Роза еще выпала. То есть свидание тоже обычно показывает приятную встречу, связанную с личной жизнью. Я думаю, что да. Еще лебедь может указывать на события в паре. Может быть, в этот день у вас там день свадьбы, день знакомства, какое-то парное событие, день рождения там ребенка и так далее. Плюс солнышко, видите, выпало рядом со свиданием. Солнышко показывает, что вы очень будете счастливы в этот момент, когда будет проходить эта встреча, свидание. Дальше приглашение получите. Казенный дом, госучреждение выпало, посещение госучреждения, но выпал нерешенный вопрос. Поэтому скорее, вот видите, тут везет в любви, но не сильно везет в делах, потому что в госучреждении какой-то вопрос не решится по цепочке. Цепочка показывает, что придется опять возвращаться к этому вопросу. И если посмотреть ножницы, но они не так далеко друг от друга, а ножницы показывают решение. Так что решение уже близко, но не в среду. Дальше, значит, еще выпало месяц, который показывает цикличность событий. Возможно, вы к этому вопросу, да, вот подходите уже не один раз. И будильник показывает, что в этот день могут быть какие-то проблемы со временем. Вы можете торопиться, опаздывать, не успевать, спешить или наоборот долго ждать, поэтому со временем дружить не будете в среду. Вот такое предупреждение для вас. То есть для вас два предупреждения. Это время и это нерешенный вопрос, но зато все хорошо в личной жизни.
Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Так, смотрим девы. Девы, 26 марта, события дня. Среда, девы. Угу. Первое событие — флаг. Прекрасно. Мешок с деньгами. Цыпленок. Конверт. Ой, не докрутила. Конверт. Здесь вроде не вижу. Угу. Колокольчик еще есть. К сожалению, есть колодец. И здесь нет. Получается, плохое только одно событие — колодец. Значит, колокольчик показывает пустые разговоры, болтовню с кем-то в этот день. Флаг показывает победу, ну, значит, достижение какого-то результата, достижение какой-то цели. Если у вас, допустим, запланированы конкурсы, соревнования, очень хорошо, если выпадает флаг, да, показывает, что у вас будет первое место, скорее всего. Ну, или если вы запланировали там что-то сделать в этот день, опять же, флаг показывает, что все получится. Получение новостей, информации, важная новость какая-то, или получение чего-то, общение с детками, уход за детьми, там совместные игры какие-то, дети, внуки, крестники, то есть все, вот о ком нужно заботиться, да, вот цыпленок. И мешочек с деньгами могут быть поступления либо траты в этот день, то есть он может показывать и когда деньги приходят, и когда уходят. У каждого будет по-разному. Но в любом случае, что какое-то событие будет связано с деньгами. И негативное одно событие выпало — глубокая печаль. Причем последним уже, скорее всего, это будет вечер. Очень сильные переживания, волнения, страдания даже вот иногда может показывать. Опять же, это может быть из-за кого-то. То есть это когда не у вас происходит, а, например, у ребенка. Видите, рядом ребенок выпал. Ну, может быть, там ребенок болеет, или там у ребенка что-то не получается там где-то. Может быть, как вариант переживания. Может быть, даже переживание из-за просмотра фильма, из-за разговора с кем-то. Поэтому тут не обязательно это какая-то ситуация неприятная и ваши переживания. Так что вот такая история для вас, девы, на среду. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше. Дальше к скорпионам хотела сказать. А весы. Про весов чуть не забыла. Так, собираем. И смотрим весы. — 26 марта. Весы. События дня.
Месяц, первое событие. Чемодан. Мечи уже нельзя. Угу. Весы. Колокольчик по вертикали. Также есть еще тайная встреча. 2 кольца. Здесь не вижу. Получается 5 событий. Первое событие – пустые разговоры, болтовня с кем-то в среду. Возможно, тайная встреча, встреча, которую вы, допустим, скроете эту встречу от кого-то, не скажете, что идете. Сложный выбор, 2 варианта, и будут сомнения, что делать, на так или так поступать, это или это выбирать. Месяц показывает события, которые имеют цикличность. Вы постоянно это делаете через какой-то промежуток времени. И чемодан – это временная разлука, расставание. Может быть, там кто-то приехал в гости, уехал. Иногда это наш чемодан, допустим, мы куда-то едем. То есть какие-то события будут связаны с чемоданом. Так что вот такой день. Ну, плохого ничего не выпало. И слава богу. Так, хорошо. Теперь переходим уже к скорпионам. Так, скорпионы. 26 марта. 26 марта. Среда. События дня. Конверт. Первое событие у вас. Угу. Расческа. Дерево. Угу. Флаг. Прям день крайностей. Чемодан нельзя. Угу. Встреча. Свиток. И цыпленок. Так, а теперь проверяем горизонталь. Змея есть по горизонтали. По вертикали надежда. Смотрите, как интересно, да, выпала неприятность и надежда. Надежда на решение этой неприятности. Так, здесь не вижу. Значит, получается, у вас в этот день выпадают надежды, какие-то будут на этот день, приглашения вы можете получить, важную новость, информацию. У вас может быть деловая встреча, деловая, рабочая и победа на этой встрече, потому что рядом выпали. Ну, либо какая-то другая победа в этот день, достижение, победа. Общение с детками, внуками, змея, встреча с таким не очень приятным человеком, у которого длинный язык, и неприятность. Может быть, это как вариант одно событие, хотя далеко друг от друга. Но неприятность какая-то может быть. Опять же, не забываем, что такое пассианс. Пассианс – это то, что мы видим чаще всего.
То есть, возможно, это у кого-то будет неприятность, как вариант, а не у вас лично. И вы будете там просто это за этим наблюдать, либо принимать какое-то там посредственное участие. Так что это тоже может быть. И змея, кстати, тоже еще иногда показывает человека по году рождения змея. Или просто такой по характеру. Ну, знаете, есть же люди такие с острым язычком. Но как бы для вас этот человек не опасен. Так тоже проигрывается. И очень часто. Так что это тоже надо учитывать. Вот такая информация для вас. То есть как бы из минуса на данный момент это неприятности змея. Ну, будем надеяться, что проиграются они как-то не очень плохо. Благодарю за внимание. Скорпионы, перехожу к стрельцам. Стрельцы, 26 марта, события дня, стрельцы. Так, 26 марта, стрельцы. Угу, расческа. Вроде бы чувство, что-то есть, а глаза не видят. Змея. Колодец нельзя, и это хорошо, что его нельзя. Конверт. Возможно, видите, неприятность, связанная с информацией, новостью, документом. Конверт часто документы показывает. Любовь. Любовь со змеей. Так, значит, бокал нельзя соединить. Угу, тайная встреча. Угу. Флаг есть. Корону нельзя. Мешок с деньгами. Тайная встреча и мешок с деньгами вместе выпали. И просто, и рабочая, деловая встреча. Деловая встреча, которая может быть тайной, допустим, вы ее скроете от кого-то, эту встречу, и эта встреча может принести деньги. Ну, можно вот так вот кучку этих событий прочитать. Ну, горизонтали, вертикали не нашла совпадений. Значит, рассказываю вам, что я... Ну, я буду говорить отдельно, от каждое событие отдельно. Первое – неприятность. Второе – получение информации, либо какого-то документа, бумага. В общем, конверт иногда показывают бумагу. Тайная встреча, событие, связанное с финансами, деловая встреча, победа, любовь в этот день, все хорошо будет в личной жизни, очень теплые взаимоотношения, и контакт, общение с человеком, ну, который такой по характеру похож на змею. Она может где-то там и обольстить, и ужалить, и когда надо, то есть поэтому тут готовьтесь. Опять же, не всегда змея так ведет себя по отношению к вам. Это, в принципе, человек может быть с таким поведением, допустим, а с вами хорошие отношения. Поэтому тут сложно сказать, как она себя проявит. Но вот рядышком выпадает, по крайней мере, я замечала, если рядом выпадает хорошее событие, ну типа сердце, значит, у меня с этой змеей хорошие какие-то отношения и события. Если негативно, то тогда чаще она проигрывается как негативное событие. Ну, у вас, видите, хорошее, поэтому, скорее всего, это просто какой-то человек из вашего окружения с таким характером. Так что вот так, стрельцы, такие события у вас, в принципе, тут... Не, минусы есть, неприятность. Хотя сказать, у вас тут особой неприятности нет. Ну, нет, есть. И, кстати, неприятность может быть связана с письмом с этим.
Благодарю за внимание и перехожу дальше я к козерожкам. Так, козероги что-то у нас решили. Ага, тут у меня 3 знака перевернулись. Козерожки. Козерожки. 26 марта. Среда. События дня. Первое, что я увидела, это лебедь. Сундук и конверт. Получение в конверте может быть как вариант. Хотя конверт может показывать и бумагу. Допустим, получили деньги в банке и там выписали чек. Так тоже можно прочитать. Чашечка чая. Здесь вроде бы нет. Ага, и есть еще... Я увидела молнию, но еще есть и рыба. Видите, можно и так соединить. То есть тут важно, что вы первым увидели, когда я карту взяла. Я молнию. Если вы увидели рыбу, тогда вам надо быть осторожным, потому что рыба — это всегда какие-то скользкие, мерзкие делишки, в которые вас втягивают. Ну, горизонталь, вертикаль нет. Вообще вас не сильно балуют. Ага, в этот день с событиями. Вот нашла еще удачу. Сразу пропустила. Значит, смотрите. Первое событие. У вас выпала сразу удача. Да, и говорит о том, что день должен быть для вас удачным. Плохого ничего не должно происходить. В принципе, так и есть. У вас все хорошо в личной жизни, выпала верность. У вас выпали финансовые поступления в этот день. Сундучок, прибыль. Конверт, получение документа, справки, получение какой-то информации, гости и новости. Так что вот такой хороший день. Благодаря, возможно, удаче. Благодарю за внимание. Козерожки, я перехожу к водолеям. Водолей, 26 марта. Марта, события дня, Водолей. Среда. Как у них пройдет день? Покажите мне. Угу. Первое событие — череп. Метла. Кровать. Ну, тут, скорее всего, кровать проиграется не как интим, а как постельный режим, потому что болезнь рядом. Змею нельзя. Яблоко, слезы. Ну, слезы, связанные с ссорой. Ну, не прям, наверное, ну, не прям плакать там будете, но, скорее всего, какие-то переживания, наверное, будут. Может быть, кстати, из этих переживаний и самочувствие ухудшится. Также будильник. Тайная встреча.
Нерешенный вопрос. Еще есть цепь. И 2 меча. У вас не просто ссора выпала, а еще и скандал. Так, ну теперь разбираемся. Рассказываю, значит, по очереди, что здесь повыпадало. День такой очень напряженный, к сожалению, но выпали события, большинство такие неприятные. Во-первых, тема болезни выпала, тема здоровья. Скорее всего, будет ухудшение самочувствия, какие-то могут быть даже боли. Еще и слезы выпали. Может быть, прям что-то очень сильно будет болеть. Болезнь, и выпала рядом кровать. Ну, она вообще показывает интимную связь, но в данном случае, мне кажется, кровать — это когда вот прям тяжело встать с кровати, нет сил, может быть. Дальше ссора, конфликт. Может быть, ссора, перерастающая в конфликт, либо это вообще... В одном случае это будет просто ссора, да, вы повздорили, а с кем-то другим вы можете прям очень сильно поругаться. Дальше слезы, тайная встреча на определенное время, и будильник показывает, что, скорее всего, вы будете опаздывать на эту встречу, будете не успевать. И нерешенный вопрос. Даже если это будет встреча, то вопрос там, скорее всего, не решится. Если мы найдем ножницы... Ага, по периметру, видите, выпали. Ну, в принципе, скоро этот вопрос решится. Но в среду, скорее всего, нет. Может быть, из-за этого будет конфликт. Ну, тут сложно сказать, как они будут проигрываться. Будут ли они связаны между собой, эти события. Ну, вот на сегодня вот такое предупреждение для вас. И берегите здоровье, и постарайтесь куда-то не опоздать, и постарайтесь избегать конфликтов. Так что у вас тут одни предупреждения на... среду выпали. Причем в целом день неплохой, вот, да, вот среда. Но вот именно почему-то для вас, ну как-то так, звезды складываются не очень благополучно. Благодарю за внимание и перехожу к рыбам. Смотрим рыбы. 26 марта. Марта, рыбы, среда. Ну, первое, что я вижу, это замок. Цветочек. Роза. Ага, еще вот пропустила венок. Лавровый. Месяц. Угу. Смотрим. Еще вижу встречу. Не забывайте, если вы видите какое-то событие, а я нет, ну вот я не вижу, вы увидели, то у вас это событие тоже может проигрываться. Так, значит, смотрим, что я нашла. Я нашла успех в делах. В этот день у вас может быть исполнение желания, приятная встреча романтическая, ну, романтическая, дружеская, и также у вас встреча выпадает еще рабочая, поэтому у вас встречи, ну, как минимум 2 точно будет, одна приятная, одна деловая. Ну, скорее всего, на деловой вас ждет успех. Видите, выпал веночек, он показывает, что она пройдет хорошо. Месяц показывает, что это какое-то цикличное событие. Возможно, вот эта встреча у вас происходит, ну, там, через определенный промежуток времени. И она даже может быть как бы запланированная. И также вот еще интересно, у вас в этот день может открыться какая-то тайна. Замок показывает всегда, что открывается что-то, что было спрятано за 7 там замками от вас.
И не всегда эти тайны, они как бы приятны, это тоже нужно понимать. Ну, всегда лучше знать правду, чем, да, вот, ходить в иллюзиях. Поэтому еще может открыться какая-то правда в среду. Благодарю за внимание, рыбки. Ну и жду вас, конечно, на своих новых видео.